А теперь рабочие места сокращаются, очень много людей без работы. Что делать? Ответ был дан, что всем надо дать безусловный, всем подряд дать безусловный базовый доход, чтобы люди могли базовые потребности удовлетворять независимо. Если работаешь, живешь еще лучше. Если нет работы, ну что делать? Ну, общество должно поддерживать базовый доход. Вот впервые это экспериментировали в Финляндии и Швейцарии. В Швейцарии лет 7 назад проводили референдум. Каждому швейцарцу, независимо, работает, не работает, хочет, не хочет, базовый доход 2,5 швейцарских франков в месяц. А это $3000. Представляете? Вот мы, профессора в постсоветских республиках, не имеем такой зарплаты везде. $3000 в месяц. Вот. А это базовый доход. Вот. И швейцарская экономика позволяет каждому швейцарцу, независимо работает, не хочет, получать такое. Но, к удивлению всего прогрессивного человечества, швейцарцы проголосовали против. Не хотим. Потому что, знаете, швейцарцы мудрый народ. Они говорят, ну как же так, у детей не будет мотива учиться, работать. Потому что, ну, если получаешь $3000, ничего не делая, то вот все расхолаживает. И они выступили против. Так вот, него. То есть развитые страны имеют возможность поддержать людей, которые... Это не проблема для современной экономики. Для США, видите, очень не так много. Базовый доход в связи с развитием цифровой экономики, они могут начать базовый доход $500 всего. Это для Америки, ну, никакой проблемы. Но к 50-му году надо будет $4000 каждому человеку, потому что исчезнет, прогнозы показывают, половина всех рабочих мест будет в распоряжении интеллектуальных роботов и компьютеров.